Труд облагораживает, и как никто другой это знают именно старшее поколение. Согласно статистике, в России довольно высокий процент людей, работающих в пожилом возрасте. Кто-то не желает терять привычный уровень доходов, а кому-то не хочется прощаться с любимым делом. О представителях этой категории граждан расскажет Зелимхан Калоев. Утро Лейлы Аушевой начинается не с кофе, а с обхода пациентов. Главное в ее работе – следить за состоянием больных и своевременно принимать необходимые решения. Медицине Лейла Аушева посвятила всю свою жизнь и не жалеет 40 лет, потраченных в борьбе с самыми различными болезнями. В свои 63 уходить на заслуженный отдых врач не спешит. Более того, приближение пенсионного возраста застало ее врасплох. Для меня это было большим ударом, можно сказать, уверенно я могу это сказать. Я вообще не ожидала даже, что я к этому возрасту подошла. И когда мне это сказали, немножко были вопросы, можно ли дальше работать или нет. Для меня это были очень такие неприятные времена. И когда уже все успокоилось, я была очень довольна, что я осталась на своей работе и продолжаю работать. И не чувствую даже, что я приблизилась к этому и перешагнула даже тот возраст. И ночами я дежурю здесь, и днем работаю, и нормально справляюсь со своими функциями. И я не считаю себя еще пенсионеркой пока. Пришла в больницу Лейла Аушева сразу после окончания учебы и больше ни на минуту не задумывалась об уходе или же смене работы. Врач-гастроэнтеролог на хорошем счету у пациентов. К примеру, Дулатхан Мальсагову она наблюдает уже больше недели. Женщина поступила в больницу с острым панкреатитом и повышенным давлением. Здоровые пациенты – главное в работе врача. На хорошем счету Лейла Аушева и у своих коллег. Добросовестный и грамотный врач с большим сердцем. Именно так они отзываются о ней при каждом удобном случае. Бесценным опытом, накопленным годами, она любит делиться со всеми, в особенности с молодыми врачами. Поэтому отпускать так просто коллеги опытного специалиста на пенсию не собираются. Докторов со стажем, с многолетним опытом – это очень необходимо для молодого поколения, потому что есть теоретические знания, а есть практика работы. И вот взрослые доктора со стажем, у них именно наработанная практика, потому что многие заболевания протекают не классически. Они, опираясь на свою практику, уже знают сразу же, что это за диагноз, могут нам подсказать. Молодым докторам подсказать. А молодые доктора, они еще все по книжкам, все черпают из теории, практики мало. А практика, она нарабатывается только с годами. Поэтому это очень важный момент, чтобы были доктора со стажем. Словом, чем больше работающих россиян, тем больше поступлений в пенсионный фонд. Соответственно, более высокая пенсия. Такова суть изменений. Хотя изменениями это назвать сложно. Сегодня трудно найти коллектив, где нет работников под 60 и старше. По статистике продолжают трудиться 40% мужчин и 55% женщин в возрасте от 55 до 65 лет. И это по стране в целом. А в Ингушетии из более чем 100 тысяч пенсионеров почти 200 тысяч человек активно продолжают трудовую деятельность. Однако изменения, рассматриваемого законопроекта, коснутся не всех. 63 года для женщин, 65 для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве, пожалуй, на сегодняшний день главная тема обсуждения. Сейчас средняя пенсия по стране 14 тысяч. Через 2 года она планирует вырасти до 16, а в 2024 до 20 тысяч. Право досрочного выхода на пенсию сохранится для ряда профессий, включая врачей, учителей, артистов и граждан, работающих на Крайнем Севере. Требования к специальному стажу этих работников также не меняются. При этом срок обращения за пенсия для них будет установлен в соответствии с переходным периодом, предусмотренным законом, который был одобрен Госдумой в первом чтении. Второе, окончательное, запланировано в сентябре этого года. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24.